Ежегодно в ноябре отмечается Международный день незрячих людей, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этот день стараются привлечь внимание общественности к проблемам людей с нарушениями зрения. В рамках мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям, Якутск не остался в стороне от этой общественно значимой даты. Фонд Харасхал при поддержке компании «Мегафон» пригласил школьников, педагогов и представителей общественности в среднюю общеобразовательную школу номер 33, где присутствующим была предложена познавательная инклюзивная программа. На открытии компания «Мегафон» торжественно преподнесла благотворительному фонду Харасхал диски с фильмами, сопровождающиеся тифлокомментариями, и книги для незрячих. Для удобства присутствующих школьников разделили на две команды, которые отправились по тематическим площадкам. На первой площадке ребята смогли ознакомиться с работой Республиканской библиотеки для незрячих. Здесь их познакомили с азбукой Брайля и сенсорными изданиями серии Олонхо. Дети попробовали написать свои имена по системе Брайля и с закрытыми глазами определить, что изображено на иллюстрации. Также они узнали, почему разговаривают светофоры и для чего нужна белая трость. Ребятам, конечно же, очень интересно. Нам сегодня помог наш читатель Рома Винокуров. Он показал ребятам, как нужно писать по системе Брайля, прочитал текст из книг. И ребята тоже сами немножко же попытались написать по системе Брайля. У некоторых это получилось. Толерантность, конечно, очень важна для любого человека, для школьников тем более, чтобы к человеку с ограничением, с каким-либо ограничением по здоровью нужно относиться так же, как и к себе, с уважением. На второй площадке присутствующие могли познакомиться с паралимпийским видом спорта голдбол и поиграть в него. Голбол является спортом слепых и слабовидящих. Дети почувствовали чувства, какие испытывают люди с нарушением зрения. Сначала они ощущают себя не очень хорошо, так как самое главное у нас зрение, которое мы получаем 90% информации. А затем уже начинают прислушиваться, уже начинают чувствовать. Больше у них руки начинают работать, осязать, координация движений улучшается. И также некоторые уже дети сегодня начали работать на команду. Хорошо, гостеприимно, как это сказать. Понравилось, довольно весело было. Узнали много нового, и новую игру сыграли, и как дети, у которых есть проблемы со зрением. Да, как они учатся и как они все это узнают. Разные читают, пишут, всякое такое. Игра была очень нормальная, все хорошо было. Как бы я играл уже давно, уже второй год. Мне очень понравилось, занимательно, нужно беречь свое зрение, конечно. Особенно мне понравилось, когда мы играли, были смешные моменты тоже, когда, например, не туда попадали или мяч так долго катился. Символично, что Всемирный день незрячих совпал с открытием недели доброты в школе номер 33, которая проводится совместно с тренерами фонда Харасхал по урокам доброты и паралимпийским урокам, на которых ученикам общеобразовательных школ в доступной форме объясняют важность доступной среды и инклюзивного образования. «Жить, побеждая диабет» – всероссийская акция Добровольного физкультурного союза, председателем которого является известная спортсменка, двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Именно для проведения данной акции Ирина прибыла в Якутск. До этого она посетила Волгоградскую, Вологодскую, Тульскую, Свердловскую и Иркутскую области. По ее мнению, физические нагрузки позитивно сказываются на здоровье людей. При этом, конечно, стоит оставаться в поле зрения медицинских
медицинских работников. Я надеюсь, что этот мастер-класс и будет им вспоминаться достаточно долго, и завтра они утром проснутся и потащат свою маму на каток. И это очень важно, потому что спорт – это один из видов профилактики диабета. И поймите, что от диабета не умирают от осложнений. Это ожирение, которого мы не должны допустить ни в коей мере, тем более у людей, страдающих этим заболеванием. Поэтому спорт – это профилактика всего. Движение – это жизнь. В рамках визита Ирина провела мастер-класс по фигурному катанию для детишек, болеющих сахарным диабетом. Также в мастер-классе приняли актеры инклюзивного театра «Маленький принц». Инициативная группа детей с диагнозом диабет и инсулинозависимость существует уже больше 2 лет. И каждый год мы проводим в этот день такие мероприятия. И в этот раз на нас вышли с Министерства здравоохранения, с фирмы Novo Nordics представители о том, что будет посещать Ирина Слуцкая и внесет такое разнообразие в сегодняшний день. Детям очень понравилось. Спасибо огромное. Детишки с удовольствием приехали. И не пожалели, получили массу удовольствия. Некоторые малышки наши научились стоять хотя бы. Все на позитиве, как-то очень хорошо все прошло. Ирина сама очень такой открытый человек, улыбчивый. Было приятно покататься. Мне понравился, например, как спортсмены катаются очень хорошо. А мне понравилось, что меня научили кататься задом наперед. Я еще научилась наконец-то кататься. В любом случае, эти детки, страдающие сахарным диабетом, они все же немножечко обделены. И когда они, знаете, прямо сказать по-русски, они дорываются до этого праздника, наверное, непослушания, можно даже так сказать. Эти эмоции, которые они испытывают, горящие глаза, красные щеки, и когда я им пытаюсь что-то сказать, давай, они говорят, дай нам просто покататься. И это, конечно, неописуемые ощущения, потому что я сама мама, у меня 2 детей, и я знаю, что такое, когда ребенок очень чего-то хочет, а ты ему не позволяешь по ряду определенных причин. И такая небольшое нарушение, скажем, такая дозволенность, на самом деле она идет даже и в пользу детям. Когда дети под присмотром эндокринолога, и когда они начинают заниматься спортом, когда они физически активны, уровень глюкозы в крови понижается. Потому что единственное, что мы не должны допустить критических, скажем так, показателей, и поэтому до, скажем так, тренировки, у всех взят сахар, и все смотрим, в каком детке состоянии. Сахарный диабет – это глобальная угроза всему обществу, сложная проблема, для решения которой необходима совместная работа, объединение ресурсов и экспертизы для всех заинтересованных сторон. Своим участием в акции Ирина доказывает, что спортом могут заниматься абсолютно все, даже те, у кого врачи диагностировали какие-то заболевания. Все участники мастер-класса по фигурному катанию были в восторге от встречи с известной спортсменкой и вдохновились на дальнейшие начинания. Мире нравится гулять. Утром с мамой в парке бегать, прыгать, птиц считать. Просто на траве лежать, если очень жарко. Мира знает, каждый день в парк приводят Диму. Мама Диму прячет в тень, поправляет шарф, ремень, где необходимо. Мама, я хочу спросить, почему не может Дима четко говорить, шайбы поворотом бить, бегать вдоль дорожек? Значимый вопрос какой ты задать решила. То, что для других легко, Диме не по силам. Вот смотри. Не можешь ты управлять машиной. Несколько вещей других не умеет Дима. То, что большинству людей просто удается, Диме в 10 раз сложней. Но он не сдается.
Мама, Катя говорит, Дима очень странный, и что с тем, кто так кричит, мы играть не станем. Что он глупый и больной. Разве так бывает? Тоже стану я такой, если с ним сыграю. Эти говорят слова те, кто мало знает, те, кто книги открывать важным не считает. Чтобы четко отличать знания от сплетен, нужно каждый день читать и большим, и детям. Он не глупый, это факт, точно не заразен. Просто мир устроен так, он разнообразен. Ваня с детства был левшой. Ян считать не может. Саша ростом небольшой. Татя с темной кожей. Ира любит кабачки. Гоша петь под душем. На моем носу очки, на твоем веснушки. А дружить умеет он, если он особый? Дружба – дело двух сторон. Ты сама попробуй подойти и поиграть. Обсуди животных. Думаю, что другом стать сможет он охотно. Он особый, как любой, ведь для каждой мамы будет свой малыш родной, приособый самый. В мире люди все равны. Раз кому-то сложно, будь добрее, протяни руку осторожно, улыбайся от души. Это всем приятно. В играх сильно не спеши, говори понятно. Если видишь, он сердит, если смотрит строго, улыбнись и отойди, подожди немного. Мира яблоко взяла в качестве подарка и уверенно пошла по аллее парка. Молча Диме отдала, улыбаясь туго. И мгновенно поняла, Дима-то беззубый. Точно так, как у нее нет зубов передних, и не нужен им вдвоем никакой посредник. Добрый день, приятно познакомиться.